Именно этот образ Богородицы сегодня прославляют по всей стране. Крестный ход в Казани начался с праздничной литургии в Благовещенском соборе Кремля. Хоругви, знамена и священный образ во главе. Крестным ходом от собора идут тысячи верующих. У многих в руках собственное изображение Богородицы со своей историей. Плиточник Андрей Панкрашин свою иконку привез из Орла, где строился храм. Я работал там, и мы там его, как говорится, уже отделали полностью. Вот мне подарили на Благовещение вот эту икону. История иконы Казанской Божьей Матери таинственная. Оригинал утрачен. В Казани сейчас список. Его подарил Папа Римский 12 лет назад. Святыня и для католиков. Мы присоединились к вам, ведь икона Казанской Божьей Матери очень особенная. Она хранилась и у папы Иоанна Павла II в Ватикане, а еще много лет в португальском городе Фатима. Вокруг Кремля вслед за святыней к месту ее обретения. Конец маршрута – мужской Богородицкий монастырь. Сейчас здесь большая стройка, и по планам в следующем году завершится строительство храма Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что именно на этом месте, на глубине около метра, нашли икону. После страшного пожара, который уничтожил часть Казани в 1529 году, сама Богородица явилась во сне 10-летней Матроне и велела откопать на попелище свой образ. 33 года спустя Казанскую Божью Матерь назвали заступницей России. С ней отряды Минина и Пожарского освободили от польских интервентов столицу и отечество. Икону завещал взять в полки ополчения патриарх Гермоген, некогда казанский митрополит. И не ошибся. Единство народа и помощь свыше – это и спасло страну тогда. Молитесь за Россию. Вспомните те смутные времена, к чему приводила рознь. Часы ожидания, чтобы прикоснуться к святыне и попросить у покровительницы самым сокровенным. Верующие говорят, это стоило того. Просветление, ощущение чего-то хорошего. большой помощи ждем от Казанской Божьей Матери. Сегодня два праздника тесно переплелись, как и идеи свободы, единства и веры. Лена Анатольевна, Игорь Романов, ТНВ Казань.